Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. 11 декабря, как и предсказывали источники Turkmen News, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов произвел кадровые перестановки в МИДе. Сменились два заместителя министра и постпред страны при офисе ООН в Женеве. Смысл этих перестановок легче будет понять, если учесть: многие из туркменских дипломатов на самом деле являются кадровыми офицерами Министерства национальной безопасности. Самой заметной фигурой, перемещенной 11 декабря с одной должности на другую, является Випа Хаджиев. С 2006 года он занимал пост заместителя министра иностранных дел и является почти таким же политическим долгожителем, как бессменный глава МИД Рашид Миредов. Хаджиев, благодаря знанию фарси, много участвовал во взаимодействии с Афганистаном. А еще одной его важной обязанностью стали выступления на различных слушаниях ООН по правам человека. Именно Хаджиев всегда невозмутимо отвечает на такие острые вопросы, как притеснение нацменьшинств или судьбы политзаключенных, а также ограничения на выезд за рубеж. Однако мало кто знает, что из-под формы дипломата у Хаджиева проглядывают погоны, причем, как утверждают источники, генеральские. Випа Хаджиев работал в спецслужбах почти с самого начала карьеры. После окончания Туркменского госуниверситета он лишь немного поработал в частной фирме, после чего его пригласили в КНБ. Ну а внедрение данного офицера в МИД состоялось в 2002 году. Хаджиев, как и многие его коллеги, остается кадровым офицером спецслужб. Отныне он направлен в Женеву, где будет еще активнее выстраивать взаимодействие со структурами ООН. Однако в деятельности Хаджиева есть нечто, что слабо согласуется с идеями ООН о правах человека. Источник Turkmen News в одном из силовых ведомств Туркменистана отмечает: при непосредственном участии Випа Хаджиева организовывались все аресты и иные преследования активистов. Добиться депортации из-за рубежа того или иного критика режима или не выпустить за границу журналистку Салтан Ачилову — на все это нужна резолюция лично Хаджиева. С ним советуются и с ним координируют действия все силовики. В вопросах преследования правозащитников Хаджиев имеет и право вето. Решение об аресте или иных мерах принимает глава МНБ, но к Хаджиеву обращаются за согласованием. Сам бывший замглавы МИДа пользуется большими привилегиями, может, например, одним звонком добиться освобождения человека, пойманного с поличным с наркотиками. Его родные свободно выезжают за рубеж, в то время как родственники министров и их заместителей являются невыездными. Дочь Хаджиева, Айлар, работающая в парламенте, еще студенткой летала на практику в Великобританию, а не так давно в свадебное путешествие в Турцию. Одновременно с Хаджиевым с должности заместителя главы МИД был снят Бердыния Смятиев. По данным информационного агентства ТДХ, он отправлен в отставку в связи с переходом на другую работу, а на какую именно пока неизвестно. На два освободившихся в системе МИД места посадили довольно примечательных людей. Один из новых замов – Ахмед Гурбанов, до этого он был послом в Иране. По данным источников Turkmen News, Гурбанов также является офицером МНБ и был отозван из Ирана после ухода с должности Хаджиева. Теперь следить за обстановкой в МИДе предстоит ему. Второй новый заместитель – Сердар Мухамед Дурдыев. Он является личным ставленником Рашида Миредова, и это еще один пример взаимопроникновения двух ведомств. Мухамед Дурдыев до сих пор занимал пост заведующего отделом госпротокола и международных отношений аппарата президента. В 2022 году с этим чиновником произошел конфуз. Его уволили из-за компрометирующих фотографий из сауны, но уже в 2023 Миредов смог восстановить своего протеже в прежней должности. Что самое любопытное, Мухамед Дурдыев назначен замминистра, но из администрации президента его не увольняют, он будет совмещать посты совершенно официально. В распоряжении редакции имеется список стран, в которых трудятся послы в погонах. В Австрии – Хемра Аман Назаров, в Афганистане – Хаджа Авезов. В Индии – Шалар Гильды Назаров, в Китае – Парахат Дурдыев, в Пакистане – Атаджан Мавламов, в Саудовской Аравии – Араз Мухамед Чарыев. Во Франции тоже Чарыев, только Максат. В Афганистане консулом в Герате является Аймырат Гочмырадов, консул в Мазари-Шарифе Базарбай Кабаев. В Мешхеде, Иран, консул Ильяс Гаипов. В Таджикистане до июля нынешнего года послом был Хемра Тогалаков. Очевидно, что в так называемых проблемных странах
послами являются в основном сотрудники МНБ. А вот во Франции Максат Чарыев был назначен послом после того, как его предшественника Шахрата Джумаева обвинили в домашнем насилии. Жена и взрослая дочь подали на него заявление во французскую полицию. Сообщалось, что после отзыва посла обе женщины остались в Париже и попросили политическое убежище. По данным источников, послы в погонах не пользуются уважением у сотрудников МИДа. Дипломаты годами строят карьеру в ожидании возможности попасть на должность посла. Когда руководить посольством в том или ином государстве назначают человека из другого ведомства, сотрудники МИДа очень разочаровываются. Но что значит их карьерные устремления перед интересами государства, а точнее правящего режима? И уж точно никто не думает о простых гражданах Туркменистана за рубежом, которым часто необходима та или иная помощь дипломатов, в частности замена просроченного паспорта. Тот факт, что дипломатическое направление требует особого контроля власти Туркменистана, осознали после того, как в 2022 году некоторые послы во главе с экс-министром иностранных дел Борисом Шихмурадовым перешли в оппозицию. Чтобы остановить переворот, власти инсценировали покушение на Сапар Мурада Ниязова, использовав это как предлог для расправы с Шихмурадовым и другими оппозиционерами. Считается, что Ниязову это помогло продлить жизнь и политическую карьеру, правда всего лишь на 4 года. Преемник же Туркменбаши Гурбангулы Бердымухамедов уяснил для себя, насколько могут быть дипломаты опасны для режима. Именно поэтому МИД теперь переполнен чекистами. Да и не только МИД. На самом деле люди в погонах внедрены во все властные структуры, от миграционной службы до прокуратуры, от таможни до государственного телевидения, во все министерства и ведомства, в иностранные компании, работающие на территории страны. При этом обычные сотрудники могут даже не понимать, кем на самом деле является тот, кого они считают своим коллегой. Все сотрудники МНБ в МИДе имеют статус офицеров особого резерва, а те, кто работает в различных министерствах и ведомствах внутри Туркменистана, являются офицерами действующего резерва. Именно эти люди негласно определяют направление работы любого ведомства. Их деятельность не регулируется никакими нормативными актами, по крайней мере, открытыми для публики. И, естественно, правомерность внедрения в госорганы агентов МНБ не прописана ни в Конституции, ни в законах. Источник, много лет проработавший в Госкомитете по телевидению и радиовещанию, рассказал Туркмен Ньюс, что помощником председателя комитета по международным вопросам у них всегда был и остается кадровый сотрудник МНБ. У него, как правило, журналистское образование, так что его должность ни у кого не вызывает сомнений, он будто бы на своем месте. Источник рассказывает, был у нас одно время такой журналист. Люди с ним были откровенны и в разговорах часто поругивали власть и выражали недовольство. Он же фиксировал настроение коллег и их взгляды, и часто даже специально провоцировал разговоры на подобные темы. А потом в кругу очень близких людей, которых, очевидно, не опасался этот человек, признался: «Я ставленник того комитета в этом комитете». Важно вспомнить еще один урок истории. Незадолго до организации того самого покушения на Ниязова, в том же 2002 году, Туркменбаши провел небывалую для современного Туркменистана чистку органов госбезопасности. Группа офицеров КНБ во главе с председателем, генерал-лейтенантом Мухамедом Назаровым и его заместителем-полковником Хаитом Какаевым подверглась уголовному преследованию. Всего репрессирован был 41 офицер и 5 гражданских лиц. Начиная эту чистку, Ниязов заявил, полномочия органов будут резко сокращены. Он говорил довольно правильные вещи: комитет не будет размениваться на мелкие дела. КНБ целиком подчинит себя главной задаче – обеспечению государственной безопасности. Но никаких особых перемен за оставшиеся 4,5 года правления Ниязова в стране не произошло. Система не изменилась, да, и не могла измениться. Туркменбаши умер, а на его место пришел Гурбангулы Бердымухамедов, передавший впоследствии власть своему сыну Сердару. Оба, и Бердымухамедов-старший, и Сердар, наступают на те же грабли, что когда-то их предшественник, давая абсолютную власть Министерству национальной безопасности. Возможно, в итоге вскормленный Бердымухамедовыми спрут, всесильный и накопивший капитал, их же самих и погубит. Хотите сообщить что-то важное? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем вам полную анонимность.